По-настоящему долгожданное новоселье. В Мирном дольщики одной из новостроек ждут заселения уже год. Успеют ли строители к концу ноября? Есть такая профессия – родину защищать. В Ленске школьникам рассказали о поступлении в высшее учебное заведение Министерства обороны страны. Подготовка к чемпионату мира по масс-рестлингу на финишной прямой. Свое участие подтвердили 40 команд. В эфире новости, в студии Екатерина Карпухина. Здравствуйте. Которого ждут уже год. В Мирном затянулось строительство многоквартирного дома. По договору дольщики должны были заехать в свои новые квартиры еще год назад. Однако сроки сдачи дома постоянно переносили. Сегодня строители обещают закончить все работы в конце ноября. Успеют ли, узнавала Ивана Филиппова. Срок исполнения до конца июля. В сентябре мы его сдадим. Слушай, давай не будем рассказывать. Арсений Сергеевич, в сентябре я сдам. Июнь этого года. Временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев с рабочей поездкой на стройплощадке многоквартирного дома в Мирном на улице Московской. Тогда еще дольщики в шутку сказали, мол, начальник строительной фирмы забыл уточнить, в каком именно году сдаст объект. Слова оказались почти пророческими. На дворе уже ноябрь. Но в новом доме пока еще не квартиранты, а строители. О, батареи теплые, отопление есть. А на той стороне холодная. Оксана Токмакова осматривает свою будущую квартиру. Говорит, заселение уже устала ждать. Застройщиком фирмой «Строймонтаж-2002» договор подписала еще в 2015 году. Тогда пообещали сдать дом ровно через год. Потом какие-то неурядицы, и мы этот договор переписывали, продлевали. То есть конечный результат должен был быть третий квартал 2017 года. На носу 18-й конец. По словам застройщиков, дом подключен к сетям тепловодоснабжения. Ведутся внутренние ремонтные работы. Укладка напольного покрытия, установка сантехники. В 4-м подъезде строители завершают шпатлевку и покраску. Одну квартиру можно заканчивать на день-два. Все. Это именно шпаклевка? Шпаклевка, да. Здесь заканчиваем шпаклевку. Ремонт, краски потом будем делать. Вниз спускаемся, вверх поднимаемся. Параллельно идет отделка фасада и облагораживание прилегающей территории. Застройщики еще до холодов забетонировали внутренний проезд, парковку и пешеходные дорожки. График мы предоставили управлению капитального строительства и управлению Госстройжилнадзора. Да, общестроительные работы у нас рассчитаны закончить конец ноября, числа ориентировочно 25-го. А документально первая половина декабря. Последний вердикт выносит городская администрация. Разрешение на эксплуатацию застройщику будет выдано только в случае исполнения всех обязательств. Если к 26 числу они не пройдут и не получат разрешение в УГСЖН, то есть управление, да, государственного строительного надзора, значит, у них откладывается повторное получение заключения от УГСЖН аж на 3 месяца. Поэтому повторно они смогут подать заявку о том, чтобы их рассмотрели и дали им повторное заключение только через 3 месяца. Поэтому есть риски, конечно, но мы, как администрация города, все-таки надеемся, что они исполнят все строительно-монтажные работы в срок, без каких-либо замечаний. Если все пойдет по плану, дольщики новостройки должны заселиться в свои новые квартиры в декабре. Это было бы лучшим новогодним подарком, говорят они. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». В продолжение темы строительства и ремонта. В Якутии определили лидеров и аутсайдеров по взносам на капремонт. По уровню собираемости платежей за 9 месяцев этого года лидируют Нерюнгри, Грижатай, Мирный, Верхоянск и Среднеколымск, а также Нюрингринский, Момский, Абыйский, Верхоянский и Жиганский районы. В остальных районах уровень взносов на капитальный ремонт составил менее 70%. В аутсайдерах Горный, Аймиконский и Мегино-Кангаласский районы. Ну а жители столицы республики задолжали за капремонт более 200 миллионов рублей.
Неутешительная ситуация и с незаконными свалками. Активисты общественного движения «Общероссийский народный фронт» провели рейд по незаконным свалкам микрорайона Марха в городе Якутске. Они собрали сведения о местах сброса твердых и жидких бытовых отходов. Это мероприятие в том числе организовано для подготовки активистов-экологов. Экодружины формируются на территории всей России для помощи общественным организациям, муниципальным и государственным учреждениям. В ходе рейда новоиспеченные экологи выявили захламление береговой зоны озера. У ряда домов зафиксировали недостаточное количество точек сбора мусора и нерегулярный вывоз. Есть статьи по наказанию за данные нарушения, то есть несанкционированная свалка, не вывоз мусора. Мы, как активисты-экологи, составим факт обнаружения экологического преступления, направим его в Комитет охраны природы города Якутска при Министерстве экологии. И по данному факту будет произведено определение лица, нарушившего экологическое законодательство, ну и, соответственно, вынесен протокол и акт привлечения к ответственности. Тем временем безответственность якутян может стать причиной пожаров. Например, банально не выключенная плита в многоэтажке. Такова легенда сегодняшних пожарных учений МЧС, которые прошли в Якутске. Огнеборцы приехали за считанные минуты. К этому времени пожар распространился на площади более 90 квадратных метров. Это квартира и наружная стена здания. В таких случаях запрещается пользоваться лифтом, поэтому спасатели провели операцию на своих двоих. Тем временем другие звенья эвакуировали жильцов на улицу с помощью специальной пожарной лестницы. Всего в учениях МЧС было задействовано 10 единиц техники и 56 спасателей. Сложность данных зданий при тушении – это большое количество проживающих людей. В доме находится 190 квартир. Люди все выходят на лестничную клетку, то есть подвергаются опасным факторам пожара, как дым. И звеньям ГДЗС была поставлена задача их эвакуировать. Замысел выполнен в полном объеме. Значит, всего было 5 пострадавших. Пострадавших всех нашли наши звенья ГДЗС. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно. Связать свою жизнь с военной службой – это не только выбор достойной профессии, но и достойного будущего. Так считают некоторые ученики школ города Ленска. Ребята ознакомились с информацией о поступлении в высшее учебное заведение Министерства обороны страны. Все это прошло в рамках акции «Есть такая профессия – Родину защищать». Подробности далее. Самую мужественную профессию выбирают не только мальчики. Среди желающих поступить в военные вузы в Ленске есть и девочки. Они считают, что держать оружие в руках и в случае угрозы встать на защиту Родины – достойная профессия для женского пола. Если бы в 10 классе мне пришли об этом рассказали, мой бы выбор, скорее всего, пошел бы военный, потому что я сомневалась из-за своего зрения. Я думала, что меня не возьмут, как сейчас выяснилось, что вполне реально. Военный комиссар Ленского района Алексей Баранов провел беседы по профориентации в школах города Ленска. Он рассказал ребятам, что необходимо для поступления в военные вузы и какие привилегии дает военное образование и служба в рядах российской армии в целом. Всего в Министерстве обороны 28 высших военных учебных заведений. При зачислении на первый курс у граждан уже идет стаж прохождения военной службы. При этом 2 года прохождения военной службы в учебном заведении считается как 1 год по призыву. Есть такая профессия – Родину защищать. В рамках данной акции и прошла встреча с учениками школ. У меня был вариант, как поступать в ракетное училище, находящееся в городе Ярославле. И я вот узнавал, какие экзамены мне потребуются для этого. После первого курса кадеты военных вузов получают заработную плату как военные по контракту. Окончив вуз, офицеры приступают к службе в должности не ниже командира взвода и ей равных. После заключения второго контракта на 5 лет при окончании вуза военнослужащий получает право взять ипотеку, которую будет оплачивать государство. Сегодня нам рассказали множество плюсов, которые дает военное училище, военное образование. То, что там не только там еще и высшее образование дается, и военное образование среднее. А вот призывники, имеющие среднеспециальное или высшее образование, могут отправиться служить по контракту на 2 или 3 года. 2 года службы по контракту будет идти как 1 год по призыву. Ежегодно из Ленского района 1-2 человека отправляются обучаться в военные вузы и 4-5 человек служить по контракту. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В Якутске пройдет фестиваль меха, в рамках которого состоится экстремальный показ шуб на фоне ледовых скульптур в минус 50 градусов. Специальным гостем станет королева русского меха Ирина Крутикова. Об этом сообщили на пресс-конференции по подготовке к ежегодному фестивалю «Зима начинается с Якутии». По словам членов оргкомитета и проектного офиса, республика откроет морозный фестиваль уже в 11-й раз, и стартует он с 25 ноября. В программе праздник строганины, конкурс красоты «Снежная краса», конкурс ледовых скульптур, традиционный гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» и еще десятки выставок и ярмарок. Также в рамках ежегодного фестиваля 1 декабря на площади Орджоникидзе зажгут первую елку страны. Мероприятие даст старт предпоказу фильма Тимура Бекмамбетова «Елки последние». Мы узнали очень хорошую новость, что к нам приедут болгары, к нам приедут на этот фестиваль казахи, да, делегации с Санкт-Петербурга, с Калининграда, но и также приедут бизнесмены, партнеры. Наша задача сейчас все вместе сделать так, не только вот организаторам, но и просто жителям города, сделать наш Якутск гостеприимным, чтобы многие, кто приедут сюда, захотели к нам вернуться и рассказывали всем, что действительно Якутия – это необычайная республика, куда хочется приехать вновь и вновь. А свое желание приехать в Якутию для участия в чемпионате мира по масс-рестлингу подтвердили уже 40 команд. Еще 2 команды не дали окончательного ответа. До турнира осталось чуть больше 2 недель. На совещании рабочей комиссии министерства обсудили проблемные вопросы подготовки к чемпионату. В их числе вопрос размещения спортсменов. Основная масса гостей должна быть заселена в новое общежитие Северо-Восточного федерального университета, которое планируется к вводу в эксплуатацию к началу чемпионата. Но организаторы опасаются, что объект может быть не готов вовремя. 3-й чемпионат мира по масс-рестлингу пройдет в Якутске с 22 по 25 ноября. Соревнования будут проходить по 12 весовым категориям среди мужчин и женщин. Самый, так сказать, самый ответственный момент. Мы сейчас должны все подготовить. Уже и на следующей неделе уже на боевом готовности уже должны быть. Проблема такой, допустим, будет по размещению. И сегодня вопрос стоит о размещении участников на новом общежитии, которое находится по улице Губина, 5. Это общежитие СВФУ имени Максима Кировича Амосова. Это новое здание, новое общежитие. Да, и сейчас идет работа полным ходом по подготовке и вводу данного объекта. Ну, если срок будет уложиться, то уже будем размещать наших участников там. Также полным ходом идет работа и в школах Алдана и Нерюнгри. Там совсем скоро должно появиться оборудование для занятий робототехникой. Компания «Транснефть Восток» приступила к реализации благотворительной программы. Средняя стоимость комплекта оборудования в каждое образовательное учреждение – 1 миллион рублей. Внедрение курсов робототехники будет содействовать не только развитию инженерного мышления детей. Кроме того, в перспективе это положительно отразится на составе инженерно-технических кадров компании «Транснефть Восток». Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.